В фокусе были вопросы на экономике, развития республики. Наверное, первое, чему мы уделили пристальное внимание, это посмотрели, проинспектировали действительно уже реализованные проекты по программе льготного кредитования. Эта программа была запущена несколько лет назад по прямому поручению президента Российской Федерации. И вот сегодня мы посмотрели и контейнерный терминал, который нацелен на перевалку грузов, в том числе и в интересах абхазской экономики, и в интересах российской экономики. Дальше мы посмотрели молокозавод, который в ближайшее время запустится и будет покрывать, по разным оценкам, от четверти до половины потребностей абхазского рынка, в том числе и с учетом тех туристов, которые сюда приезжают, и будет ориентирован как на привозное сырье, так и даст, мы рассчитываем, толчок для развития еще и производства молока в республике и строительства новых ферм. Вот мы тоже это обсуждали. И, конечно, посмотрели винзавод, который создан, и который ориентирован, это не просто винзавод, он ориентирован на местное сырье, там большие виноградники параллельно заложены. И это тоже отличный проект, который, в том числе и нацелен на российский рынок, об этом тоже можно говорить. И, наверное, из того, что понравилось, это не только и не столько, что проект реализован, это само собой, а то, что действительно абхазский бизнес повзрослел, абхазский бизнес видит перспективу, готов работать в конкурентных условиях, готов работать на сложных рынках, выстраивает стратегическое партнерство, в том числе и с российскими партнерами, такое долгосрочное, и в то же время видит перспективу и видит дальнейшие задачи развития. Поэтому очень понравились предприниматели, которые действительно так очень толково все понимают, разбираются, дотошны, понимают и рынок, и особенности производства. И, конечно, это было важно в преддверии запуска новой программы льготного кредитования, который тоже в ответ на обращение Бадра Зурабовича эта идея была поддержана президентом страны, и поэтому нам очень важно сейчас такие же проекты отобрать, таких же надежных предпринимателей, которые все сделают, все доведут до ума и будут дальше развиваться. И это наша задача на ближайшие месяцы. И параллельно с этим мы запускаем еще две большие программы. Одна программа касается поддержки малого и среднего бизнеса, это субсидирование процентных ставок. И одновременно с этим это такая дополнительная здесь задача развития местного финансового рынка, потому что местные банки пока имеют, не так много опыта кредитования местных предпринимателей и не хватает зачастую ликвидности, поэтому эти вопросы мы тоже обсуждаем, тоже будем как-то смотреть возможности, что называется, подпорки со стороны российских организаций. И третья программа, которую мы обсуждаем, да и в целом направление, это туризм. Из новых программ это программа поддержки модульных нестационарных гостиниц, в общем, те, которые быстро возводятся из готовых конструкций, но при этом по уровню комфорта не уступают обычным гостиницам. Наша задача тоже в этом году отобрать проекты и по максимуму их развернуть. При этом мы рассчитываем на развитие таких проектов именно в восточных регионах страны, с тем, чтобы тот аэропорт, который мы здесь запустили, сюда ехали туристы, они ехали, Сухума, Чимчира, здесь прекрасные территории, здесь большой очень потенциал развития, потому что, понятно, отсюда в Гагры не поедут, в Гагры все равно поедут через Сочи, но нам очень важно, чтобы республика, и республике в первую очередь важно, мы готовы поддерживать, развивалась органично, и, конечно, российские инвесторы вложили большие инвестиции в аэропорт, и важно, чтобы эти инвестиции начали окупаться, а это совпадает с задачами республики по развитию восточных регионов, поэтому здесь все так очень гармонизировано, стратегия понятна, у нас полностью общее понимание, и все, что мы обсуждаем, это как ускорить и какие еще решения принять вместе с уважаемой командой республики для того, чтобы просто ускорить все эти процессы. А в целом подтверждаю слова уважаемого Бадра Зурабовича, что у нас действительно абсолютно беспрецедентный уровень взаимодействия. Мы очень плотно в каждодневном режиме работаем. Вопросы находятся на контроле у президента Российской Федерации, и всяческую поддержку мы получаем от администрации президента в лице Сергея Владимировича, и межправкомиссия под руководством Александра Валентиновича Новика. Все это те инструменты, которые в постоянном режиме работают и реализуют эти проекты.